правильно оценивать ситуацию и оказать помощь при травмах, ожогах и других неотложных состояниях, поддержать пострадавшего до прибытия медицинских специалистов. Все эти важные вопросы мы разберем в нашем новом выпуске программы «Про здоровье». Первая помощь – это та помощь, которая оказывается на месте происшествия. Там, где что-то случилось, или заболел человек, или какое-то происшествие было, нужно оказать в том месте, где это случилось. С чего мы начинаем оказание первой помощи? Первую помощь надо начать с того, чтобы человек, в каком положении мы его нашли, может, он на боку лежит, может, он низ головой лежит, может, он сидит. Не перемещая, не разворачивая, мы должны определить жизненно важные функции организма. То есть это сознание, это дыхание, это пульс. Это три жизненно важные функции, без которых человек жить не будет. Как мы это будем определять? В первую очередь нужно определить сознание. Если человек в сознании, то алгоритм оказания первой помощи будет один. Если он без сознания, значит, будет другой алгоритм. Поэтому мы определяем сразу сознание. Нужно подойти, потрясти его хорошо и громко окликнуть. Что с вами, что случилось? Чем вам помочь? Если он скажет там какой-то признак жизни подаст, значит, он нас услышал, он в сознании. Если он сказал, какой-то признак жизни подал, значит, есть дыхание. Без этого он не сможет это сказать. Соответственно, пульс есть, три жизненно важные функции есть. Дальше мы определяем, смотрим его, осматриваем, чем же ему помочь, где у него повреждение или где болит. И, соответственно, будем оказывать первую помощь. Но если мы подошли, потрясли его хорошенько, громко окликнули, что с вами, что случилось, чем вам помочь, и он никакой реакции не подает, то мы должны нанести болевой раздражитель, мы должны ущипнуть его за щеку, за ухо, нанести боль. Если он на боль тоже не реагирует, значит, сознания нет. Дальше мы должны определить сразу дыхание и пульс. Дыхание и пульс мы определяем одновременно. Расстегнули стесняющую одежду, ровно уложили его, голову чуть запрокидываем, выдвигаем нижнюю челюсть. И дыхание определяем по трем признакам. Это вижу, слышу, ощущаю. Вижу что? Курсир грудной клетки. Грудная клетка должна подниматься, опускаться. Слышу шум дыхания, ощущаю тепло воздуха. И сразу же определяем пульс на сонных артериях 3-4 пальцами. Одним пальцем пульс не определяется. Определяется 3-4 пальца. Потому что какой-то палец должен определить, если есть хоть слабый пульс. Приложили, поднесли ухо, щеку к рту, следим за грудной клеткой и считаем до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть дыхание и пульс мы определяем в течение 10 секунд. Почему тратим 10 секунд? Потому что когда человек без сознания, и если у него есть дыхание, он дыхание задерживает. Мы ждем выдоха. Сделает он этот выдох или нет? Выдох мы не услышали, тепло не почувствовали. Курсир грудной клетки не увидели, пульс не определился. У него отсутствуют жизненно важные функции. То есть он находится в стадии клинической смерти. А что такое клиническая смерть? Это промежуток, переход от жизни к биологической смерти. То есть время, которое переходит от жизни к биологической смерти, пока окончательно человек умрет. Длится этот период клинической смерти от 3 до 5-6 минут. В нашем стремительном мире, полном открытий и знаний, мы постоянно ждем чего-то нового, исследуем неизвестные горизонты. Однако иногда жизнь подбрасывает нам неожиданные испытания, и мы можем оказаться лицом к лицу с чрезвычайными ситуациями. В такие моменты паника может овладеть нами, и немногие знают, как правильно действовать в таких ситуациях. Значит, наша задача, мы должны сразу же приступить к сердечно-легочной реанимации. То есть мы должны постараться восстановить жизненно важные функции. Для этого нам необходимо обязательно переместить нашего пострадавшего или заболевшего на пол, на землю, на асфальт. Он должен находиться на твердом месте. Это обязательное условие нахождения его на твердом месте.
Затем мы сразу же должны вызвать скорую, не забыть, попросить кого-нибудь, вызовите скорую, скажите, что человек без признаков жизни. Если никого нету, то мы сами достаем телефон и набираем, звоним на скорую. В первую очередь скорая отключается, потом только мы отключаем телефон. Потому что есть вероятность, что мы до конца не объяснили, где находится, что с пациентом, мы должны объяснить. Вызвали скорую, и до приезда скорой мы должны оказать первую доврачебную помощь. Находится ли человек в сознании или нет, является важным аспектом в чрезвычайной ситуации. Вот основные признаки, по которым можно сделать такую оценку. Для этого мы расположили его на пол, на землю, берем любую салфетку, это может быть носовой платок, шарф, все, что у вас есть под рукой, и можно намотать на 2 пальца. Замотали, повернули голову на бок, очищаем ротовую полость от инородных тел, потому что мы собираемся провести сердечно-легочную реанимацию. Для этого нам нужно сделать непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких. А чтобы воздух попадал в легкие, ротовая полость должна быть чистой. Освобождаем проходимость дыхательных путей. Очистили, привели голову в исходное положение. Опять нужно накрыть рот и нос какой-нибудь салфеткой. Это может быть также все, что угодно, что пропускает воздух. Для чего мы это делаем? Мы всегда должны исключить фактор риска для своего здоровья, потому что мы не знаем, какая инфекция или какие-то заболевания у этого товарища. Даже если он ваш близкий родственник, не факт, что он вам объяснит, что с ним. Или вы будете в курсе его скелета в шкафу. Когда проводить сердечно-легочную реанимацию, если пострадавший без сознания и не дышит? Чем быстрее начата реанимация, тем выше шансы на выживание. Поэтому накрыли. Для проведения непрямого массажа сердца нам необходимо определить точку соприкосновения. 2 пальца выше мечевидного отростка. Вот мечевидный отросток, соединение ребер заканчивается. Приложили 2 пальца. Основание ладони на уровне этих 2 пальцев, на середину грудины. Вторую ладонь сверху, пальцы сплетаем, поднимаем, чтобы основание одной ладони давило на основание второе. И сдавливаем грудную клетку так, чтобы она сжалась на 4, 5, 6 сантиметров. Все зависит от объема грудной клетки. Для этого мы должны находиться рядом с пострадавшим на коленях, потому что он у нас находится на полу, на земле. Непрямой массаж сердца мы проводим так, чтобы руки прямые, всем своим корпусом сжимаем грудную клетку. Как я раньше сказала, на 4, 5, 6 сантиметров должны грудную клетку сжать. Продавливаю, руки прямые, спина ровная. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30 нажатий. Дыхание проводим. Необходимо сразу запрокинуть голову, выпрямить проходимость дыхательных путей, придержим голову запрокинутой, сжимаем нос и проводим дыхание. Обхватываем своим ртом рот пострадавшего. 1, 2, 3, 4. 2 вдоха, 30 нажатий. 2 вдоха, 30 нажатий. Чередуем. Через каждые 30 нажатий 2 вдоха. Реанимацию мы проводим сердечно-легочную до тех пор, пока не появятся признаки жизни, или до тех пор, пока не подъедет скорая. Признаки жизни, или какой-то признак дыхания появится, пульс появится. Через каждые 2 минуты мы должны определять и слушать, смотреть. Появилось дыхание и пульс? Нет. Продолжаем. Опять 2 минуты проходит. Проверяем. Нету признаков жизни. Продолжаем. Но если на каком-то моменте появляются признаки жизни, то мы сразу прекращаем
проведения сердечно-легочной реанимации. Или же скорая подъехала, мы говорим скорой, что мы сделали, какие мероприятия провели, и дальше уже работают специалисты. По словам специалистов, при кровотечении каждая секунда на счету. Однако прежде всего необходимо вызвать скорую помощь или попросить кого-то сделать это, а затем приступить к оказанию первой доврачебной помощи. Значит, какие могут быть травмы, какие могут быть состояния, когда нужно оказать первую помощь? Значит, четко для себя нужно понять один момент. Если человек получил какую-то травму, или заболел, или там удар электрическим током, или утопление, или отравление пищевой угарным газом, происшествие какое-то, получил какие-то травмы, при этом он при всех этих перечисленных моментах потерял нету сознания, дыхания и пульса, в этом состоянии нужно проводить сердечно-легочную реанимацию. Другой помощи никакой нету, кроме как провести сердечно-легочную реанимацию, где отсутствуют жизненно важные функции. Это обязательно. Что бы с ним ни случилось, ожог или утопление, или удар электрическим током, или утопление, или травма, или инфаркт, или еще какое-то заболевание, но в этот момент у него отсутствует сознание, дыхание и пульс, другой помощи нету, кроме как восстановление жизненно важных функций, провести сердечно-легочную реанимацию. Первая помощь при переломах. В них есть важные отличия. Закрытый и открытый перелом. При закрытом кость сломается, но остается под кожей. Открытый кость, пробивая кожу, образует рану. При этом высокий риск инфекции и заражения. Очень много травм бывает в период гололедицы. Это ушибы, вывихи, растяжения, переломы. В основном это нижние и верхние конечности, потому что когда человек падает, он инстинктивно старается упереться на руки и получает травму кистей, предплечья, зачастую переломы, вывихи, растяжения, сухожилия порванные. Очень такой момент бывает. Что нужно сделать? Во-первых, если таковая травма верхних конечностей случилась, если есть, найдется под руку что-нибудь такой, предмет прямой, куда твердо мы могли бы руку зафиксировать и подвесить ее к шее чем-нибудь, бинтом, косынкой, шарфом, чем-нибудь подвесить. Если нету ничего, не находим, то нужно эту руку привязать к телу. Прибинтовали или взяли шарф, платок, что-нибудь, взяли, прибинтовали. Или если есть такая косыночка, найдется, то можно ее подвесить, чтобы был покой. Потому что при перемещении, если мы не иммобилизуем конечность поврежденную, она может дать такую боль, которую человек не перенесет. Не все переносят боль. Может дать болевой шок. Чтобы этого не было, нужно обязательно зафиксировать. Если вокруг есть снег, лед, что-то взять, завернуть во что-нибудь, приложить к месту повреждения. Место повреждения мы определяем тем, что отек сразу появляется, гематома может появиться. Поэтому сразу приложили туда холод, оно даст больше эффекта, и дальнейшие осложнения будут уже более уменьшены. Первая помощь при ожоге. Что делать в первые 5 минут? Ожоги могут произойти внезапно и затронут людей любого возраста, от детей до взрослых. Например, ребенок может случайно опрокинуть горячую жидкость, или ожог может возникнуть во время готовки на кухне. В таких случаях надо сразу охладить место ожога. Есть моменты, когда человек получает ожоги. При ожогах у нас очень любят домашние средства использовать, которые приводят потом к плачевным последствиям. Осложнение ран, незаживление. Чтобы этого не было, необходимо сразу оказать первую помощь, то есть любой ожог нужно охладить. Как только получил ожог, нужно или в холодную воду с ведром куда-то окунуть руку, обливать из-под душа
душем обливать или обливать там кружками, ведрами постоянно. В течение 20-30 минут нужно охладить. Затем нужно закрыть эту рану чистой, желательно проглаженной салфеткой, простыней, что есть под рукой. Закрыть эту рану, потому что ожоговая рана имеет такой момент, что рана всасывает, очень быстро попадает инфекция извне, и плюс открытые сосуды, считается, всасывают воздух, который потом впоследствии приносит осложнения различного характера. Закрыть и обязательно сверху прикладываем холод. Человека с ожогом нужно укрыть, потому что его начинает знобить. Потом ему нужно дать обильное питье. Питье должно быть такое теплое, комнатной температуры, чтобы, если холодное будем давать, у него начнет знобить, мы еще хуже сделаем. Если есть горячее, опять-таки помощи не будет. А воду обильно давать пить, чуть подсоленную. Воду надо чуть-чуть подсолить, помешать и давать пить. Или минеральную воду без газа. Газ выводить и давать пить. Потому что это баланс воды надо восстанавливать. В организме не хватает жидкости воды. При ожогах самое, что страдает у человека, в первую очередь, это почки и мозг. Мы должны подать питание, как можно лучше оказывать и быстрее помощь. Если объемные большие ожоги, точно так же нужно оказать помощь, но когда мы его раздеваем, одежду будем снимать, и какие-то участки, если прилипли, их отдирать нельзя. Нужно, не отдирая, а вокруг срезать, оставить и укрыть какой-нибудь простынью, чем-нибудь таким чистым, проглаженным, чтобы меньше инфекции попадало в рану. Это будет большая помощь. Вообще считается, от первой своевременно оказанной помощи на 50% ускоряется или больше эффекта дальнейшего лечения и выздоровления человека. Первая помощь очень важна. Первая помощь при черепно-мозговой травме. Черепно-мозговая травма бывает открытая, закрытая. Что нужно сделать? Если любая травма, черепно-мозговая травма, без излияния мозговой жидкости, то есть мозг не выливается, значит, эту травму нужно сразу обработать края, если есть под рукой что-то, обработать края. Это перекись, йод, зеленка. Ни в коем случае прямо на рану наливать нельзя. Можно только края обработать, закрыть, салфетку приложить, если есть под рукой. Сейчас у всех почти и салфетки, и бинты бывают. Это не проблема. Накрыли эту рану салфеткой и обязательно перебинтовали. Но как только вы наложили бинт, повязку наложили на рану, и обязательно нужно на травмированное место приложить холод. Используйте холод во всех случаях. Почему? Потому травмы, вывихи, там, переломы, раны, ушибы различного характера, повреждения, используйте холод. Почему? Что дает холод? Холод не дает образоваться гематоме, отеку, плюс еще обезболивает. Все равно какая-то отвлекающая терапия. Если нет холода, значит, вы используете холодную воду, это бутылочка может быть, пакет налить. Все, что есть. Если вообще ничего нету, то, извините, ничего мы не можем сделать. Самый лучший холод будет и снег, и лед, и холодная вода, все, что есть. Но когда вообще ничего нету, мы ничего не сможем сделать. Значит, вот, приложили холод, и в этом положении с возвышенной головой, повернутой на ту сторону, где нет повреждения, нужно его везти в больницу. Или пусть придать ему это транспортное положение и ждать скорой. Лучше всего, если мы дождемся скорой, потому что пока мы его везем, мы не знаем по пути, какую картину он нам даст. Состояние может измениться. Он может дать от болевого шока, от состояния, или если он кровь много потерял, может дать остановку сердца,
дыхание, тогда нам придется сразу приступить к сердечно-легочной реанимации. Вот это инородное тело, которое торчит, его вытаскивать нельзя. Как есть, мы так и оставляем. Единственное, что, чтобы оно не перемещалось, мы обматываем вот таким образом, валик делаем вокруг этого предмета, фиксируем его, по возможности накрываем и везем в лечебное учреждение. Если мы извлечем этот предмет, то мы можем задеть, скорее всего, то есть вероятность в чем? Есть вероятность, что там зажат сосуд кровоточащий, который поврежден. Он этим предметом закупорен. Если мы его извлечем, есть опасность кровотечения. Плюс мы можем задеть нерв, мы можем задеть сухожилие, мы можем ему боль нанести дополнительно. Чтобы излишне не травмировать, оставляем. В лечебное учреждение привезли пострадавшего, там сделают снимок, врачи посмотрят, как эффективно его извлечь. Это уже врачебная процедура. Мы щадящую помощь оказываем. Оказание первой помощи до приезда врача – это крайне важный аспект, который может спасти жизнь. К сожалению, не все обладают необходимыми навыками, но в любом случае несчастный случай может произойти с каждым. В такие моменты важно не поддаваться панике и действовать уверенно, чтобы помочь близкому. Помните, что даже простые действия могут оказать значительное влияние. Берегите себя и своих близких, изучайте основы первой помощи и будьте здоровы!